Одна из первых встреч главы республики на Петербургском международном экономическом форуме была проведена с председателем правления ОАО «Роснефть» Игорем Сечиным. Хочу прежде всего поблагодарить, уважаемый Марк, что в это время компания получает поддержку на территории республики. Мы развиваем нашу работу, направленную на создание дополнительных условий для населения, поддержание бюджета республики. Ну, конечно, потенциал значительно больше, чем тот, который мы сегодня реализуем. И вот наше соглашение как раз направлено на создание дополнительных условий для нашей совместной работы, реализации программ на территории Чеченской Республики. Ну, по целому ряду направлений развивается наша работа. Это и добыча, и переработка, коммерциализация продукта. Ну, я думаю, что перспектива у нас очень хорошая. Хочу еще раз поблагодарить за поддержку нашей работы. Мы, в свою очередь, готовы также воспринимать все рекомендации, которые вы нам даете, и сделать все, чтобы наша работа принесла взаимную выгоду и для компании, и для республики, и для ее населения. Спасибо большое. Спасибо, Игорь Иванович. Это для нас очень престижно, что мы подписываемся на самых ведущих нефтегазовых компаний в мире. И мы со своей стороны обязуемся, что мы будем делать все для того, чтобы у нас было долгосрочное, плодотворное отношение. У всех это смысл слова. Спасибо большое. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместное финансирование мер повышения уровня использования попутного нефтяного газа. В планах производства минерально-сырьевой базы нефтяных месторождений. А дополнительное соглашение предусматривает, что Роснефть окажет помощь Чечне в строительстве и реконструкции гидротехнических объектов и противопаводковой инфраструктуры. Увиделся здесь глава республики и с Александром Ткачевым. Он поздравил его с назначением на должность министра сельского хозяйства страны. Сейчас, когда к нам хотя бы в качестве министра приезжаете, пожалуйста. У вас там все хорошо. Вы самое плохое положение в регионе. Он прививает. Он говорит плохо, значит плохо. Надо сеять. Ну давай, хорошо. Мы здесь ждем вас. Поддержите наш регион. На форуме мнением главы республики по поводу той или иной ситуации интересовались многие журналисты, общаясь с министром финансов страны Антоном Силуановым, который неоднократно бывал в Чечне, в том числе и с неофициальным визитом. Рамзан Кадыров пригласил его снова посетить республику. Хорошо, нормально. Так что, если возражать, приедем. Не, мы не возражаем, мы будем возражать, если не приедете. И будем кричать, ну все, что не приедете. В северной столице эти дни собралась вся элита международной экономики и бизнеса. Глава региона пообщался и с представителями банковской сферы, в числе которых председатель Сбербанка Герман Греф, а также председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Заместитель главы Сбербанка отметил, что в отделениях по Чечне нет никаких сложностей, и пообещал приехать в республику с рабочим визитом. Рамзан Кадыров также встретился здесь и с главой Дагестана. Как ты? Нормально. Держимся, бегаем. Получается? Я вот позвонил. Иногда получается. Иногда нет. Как всегда, это жизнь такая. Многие из участников форума выразили солидарность с главой республики в его взглядах на происходящее в мире. Петербург на Урал. Мы поддержим вас очень сильно. Спасибо. Правда. И вот то, что вот все, когда вы говорите, люди, когда вот, допустим, что-то высказывают, какой-то негатив, да, и вы говорите о том, что почему это так, но они просто ничего сами в жизни не сделали. И это диванные войска. Поэтому с Богом и дай Бог, что все получилось. Спасибо, спасибо. Приятные гости. Также на форуме стало известно о том, что Чечня заняла первое место среди субъектов СКФО и 17-е по всей стране по инвестиционной привлекательности. Этот рейтинг был составлен агентством стратегических инициатив в рамках проведения встречи. Эксперты оценили усилия руководства региона по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. О том, как удалось добиться таких успехов, рассказал в интервью каналу «Россия-24» Рамзан Кадыров, возглавляющий представительную чеченскую делегацию. Что вас привлекло на Санкт-Петербургский экономический форум? Какие проекты, может быть, совместные? И, может быть, о чем-то уже можно сообщить, о каких-то предварительных результатах? Мы на самом деле сегодня подписали один из самых ведущих компаний в мире с Роснефтью соглашение. Мы долго над этим работали. Сегодня мы подписали это.
для, так скажем, динамично развивающей экономики Чеченской Республики очень было необходимо. Рамзан Кадыров также пообщался с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым и известным российским режиссером Федором Бондарчуком. Работы много, я брат, не друг. Брат, если брат уезжает, брат, друг, там, ты должен быть розыск, хотя бы периодически приезжать. Побеседовал глава региона и с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а затем ему рассказали о модернизированной системе электронной оплаты Сбербанка. Это смартфон, это iPhone. Сейчас она работает только пока на системе iOS, на смартфонах, тестируется на андроидах. Сейчас вы можете зайти в любой ресторан, где установлена данная система, и с помощью мобильного телефона, представьте, что это ваш мобильный телефон. Да не буду. Мы сделаем с вами заказ, например, чай. Вам официант приносит чек. Вы привязаны к банковской карте, не имея при себе наличных денежных средств и банковской карты, можете оплатить. Для этого вы сканируете код. Давайте мы его отсканируем. Активируем. Проверим, что действительно мы ввели чай 10 рублей. У вас будут бонусы, которые можно последующие оплачивать. И мы оплачиваем. С вашей банковской карты подписано. Вот что значит германовское ресторан. Да, германовское ресторан. И здесь интересные рестораны в том числе, потому что мы можем отзыв о том, как его обслужили. Если нам все понравилось, вы сказали, что прекрасно. А если нет, да. Вот надо хорошая система. Да, мы стараемся. Также Рамзан Кадыров пообщался с вице-премьером Ольгой Голодец. Только в течение одного дня чеченская делегация провела ряд встреч. Были обсуждены много вопросов и пути их решения. Состоялись беседы с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, министром образования Дмитрием Ливановым, министром энергетики Александром Новаком. Также Комитет правительства Чеченской Республики по туризму подписал соглашение с Комитетом по туризму Петербурга, которое поможет развитию и туриндустрии Чечни. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать развитию экономики Чечни, включая промышленность и агропром, а также малый и средний бизнес. В рамках форума глава республики встретился также с делегацией из Саудовской Аравии. В разговоре с преемником наследного принца, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом, Рамзан Кадыров поприветствовал его на российской земле и выразил соболезнования. Приносим свои соболезнования короля. وطبعا نحن عبرنا عن مواساتنا. Мы очень рады, что наконец-то в Саудовской Аравии и России не на словах, а на деле есть взаимодействие, взаимопонимание. ولابد ان تكون العلاقه هي علاقه طبيعيه وصحيحه. Действительно, отношения между нашими государствами должны быть естественными и развитыми. Этому мы рады. В России проживает около 30 миллионов мусульман. И когда мы видим, что наши братья укрепляют отношения в лице нашего государства, мы очень рады. Стороны договорились также создать совместную рабочую комиссию, которая займется выработкой соответствующих рекомендаций. Рамзан Кадыров получил от принца приглашение посетить Саудовскую Аравию с дружеским визитом. Глава региона также заявил, что будет рад встретить Мухаммада бен Салмана в Чечне в ходе очередной поездки в Россию. На встрече с министром коммерции Китая Джун Шаном чеченская делегация обсудила широкий круг вопросов взаимовыгодного сотрудничества. Китайская сторона проявила большой интерес к проектам в области сельского хозяйства, промышленности, малого и среднего бизнеса. По поручению вице-премьера Каскадеда КНР я готов, господина Джангаули, я готов слушать вас по вопросу торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Российско-китайские отношения налаживаются, этому мы все рады. И в том числе Чеченская Республика готова к сотрудничеству в сфере торговли и сельского хозяйства. Есть такая возможность, что мы готовы именно взаимодействовать в том направлении, которое я озвучил. А если мы найдем реальный компромисс в том или ином направлении, то мы готовы вкладывать и в вашу экономику, и чтобы вы тоже участвовали в чеченской экономике.
Наш председатель правительства был приятно удивлен развитием экономики и рассказывал, как вы развиваетесь. И мы очень заинтересованы, чтобы вы участвовали в жизни экономики Чеченской Республики. И мы поздравляем вас за то, что вы так трудитесь, и это для нас большой пример. Если у вас есть интерес к нашему региону, то наши банкиры, правительство выехал бы в Китай. Ваших мы приглашаем в республику, чтобы посмотрели на самом деле, вот, что за республика и какие возможности у нас экономические. Вот, если вы посчитаете нужным отправить вашу делегацию или наших отправить к вам, мы готовы, чтобы сотрудничать с вами во всех этих сферах, которые мы озвучили. То, что вы сказали, нас очень интересует. И мы с удовольствием готовы продвигать сотрудничество с вашей республикой и в сфере переработки, и промышленности и так далее. Участники встречи договорились наладить тесное взаимодействие. Рамзан Кадыров получил приглашение посетить Китайскую Народную Республику, а Джун Щан с удовольствием принял предложение нанести визит в Чечню, чтобы на месте ознакомиться с инвестиционными проектами. На этом визит главы Республики Санкт-Петербург закончился, а ко времени возвращения из северной столицы в Чеченской была уже ночь. В самолете над Грозным члены делегации прочитали дуа. Эсвина Гацаева, Аза Исаева, Дауд Куруев. Новости.